Комментарий по поводу ситуации с языковыми патрулями в Казахстане нам согласился дать участник расследования «Рядовки» Дмитрий. Послушаем, что нам расскажет. Приветствую тебя, Дмитрий. Расскажи мне, есть ли в Казахстане русофобия, и если есть, каковы ее причины? Здравствуй, Топас. Определенная русофобия в казахском обществе присутствует, разумеется. Это касается не всех слоев населения, части, но причем части значительные, я бы сказал. Не буду называть конкретно регионы, это, думаю, так понятно. Назови, потому что мне непонятно. Южные регионы, южные и частично западные регионы. То есть те регионы, в которые в меньшей степени, например, затронуло русское влияние. Так вот, чтобы ответить на вопрос о причинах русофобии в Казахстане, мне нужно как-то объяснить мое участие в расследовании «Рядовки». Дело в том, что когда начали освещать эту информацию широко, российские издания какие-то, да, телеграм-канал, в том числе «Рядовка», мне, конечно, как русскому человеку, живущему в Казахстане, это не понравилось, мягко говоря, не понравилось. И я сам начал изучать еще материалы, которые выкладывают активисты, будем их называть так. В первую очередь, это, разумеется, Кулат Ахметов. Интересный весьма персонаж, о нем пару слов надо будет, конечно, сказать. Так вот, один из его роликов, который большинство почему-то пропустили, Кулат Ахметов выражал свою благодарность некому Мухтару Тайжану за то, что, примерная цитата, за то, что он, так скажем, доводит информацию до высоких кабинетов. Мухтар Тайжан — это вообще, в принципе, занимательная личность, это, так скажем, потомственный госслужащий. Его отец имел высокий пост, все-таки это человек, который имеет связь с людьми из правительства. Он в земельном комитете занимал должность, как раз-таки, когда китайские корпорации покупали землю Казахстана, он непосредственное участие принимал в том, чтобы сделать из Китая образ друга. При этом образ друга Китая строился на образе врага в лице Российской Федерации. Буквально, что интеграционные процессы, которые происходят в экономическом плане, тот же таможенный союз, это плохо. Империи российской уже давно нет, Советского Союза давно нет. А мы все вот в таком колониальном режиме находимся. Вот когда мы от этого колониального прошлого уйдем? Это же наше колониальное, такое настоящее колониальное прошлое. В этом плане лучше привести, конечно, случай, например, с Байконуром. Это было в 10-х годах, когда шли торги за аренду Байконура. Как раз-таки Тайжан, Мухтар Тайжан, через свои фонды или фонд, точно не могу сейчас сказать, они пикетировали посольство России. Да? То есть они как-то пытались в медийном поле подогреть образ врага в лице Российской Федерации, чтобы, видимо, Акарда смогла подороже, так скажем, выпросить цену аренды. То есть это не иронично, буквально враг Кремля в плане финансовых вопросов. То есть, как мы знаем, Кремлю намного все равно, но Кремлю не все равно на деньги. Знакомые мои, которые переводили мне это видео, да, вот они на самом деле сами этот момент в некотором роде пропустили, просто сказали, что вот Кулат Ахметов благодарил буквально Мухтара Тайжана, там в кадре прямо его лицо видно. То есть это не секрет, они даже не скрывают, я не знаю, но, допустим, казахи в северно-восточных регионах, они сами в повседневности русский язык используют. То есть это не вина самих людей. Неприятная ситуация, которая может привести к серьезным последствиям. Когда я изучал какие-то материалы, готовясь к данной экспедиции, я замечал там очень странные суждения, вплоть до того, что казахи являлись колыбелью тюркских народов всех, в принципе. Говорилось о том, что казахи являются теми, кто построил Москву. Это очень напоминает мне ребят, которые выкопали Черное море, собственно. Да, исторические каналы. Собственно, еще до того, как языковые патрули вышли в широкое медийное поле, я сам замечал уже вот эти каналы, особенно отметить хочу глазами истории. То есть вот эти настроения, они закладываются в определенную часть общества. Они начинают серьезно верить в себя. То есть они начинают верить в свою исключительность. А это уже отличная почва для таких вот патрулей, например. Шло 90 или 100 тысяч казахов, разгромили Наполеона, взяли Париж. То есть пока там русские рядом постояли и убегали. Растущие угрозы русскому народу, проживающему на территории Казахстана. Да не только русскому, на самом деле, извини, что перебил. То есть колокольчик серьезный был. Это случай с Дунганами. Когда его приглашали на прямой эфир, да, Первый канал, примерно в том промежутке времени, он рассказывал, что, уже говорил про засилие русских гастарбайтеров, которые бегут в Казахстан зарабатывать. Мол, разумеется, никаких пруфов он не предоставил. Был случай, где-то там на границе, вроде Восточно-Казахстанской области, двое русских, из-за того, что у них были непогашенные кредиты, их хотели отправить в Донбасс.
И вот они переплывали речку, чтобы вот официально границу не переходить, чтобы какую-то копейку хотя бы в Казахстане заработать. То есть Путин должников отправлял воевать на Донбасс? Да, Ага. да. И дело в том, что эти регионы не знают казахского языка, не просто, люди не видят необходимости в этом. Вот и все. То есть этот язык, он в этих регионах не востребован. То есть они говорят о том, что надо знать государственный язык, но кто решил, что это язык государственный для этих регионов? То есть это не было референдума по регионам. То есть это... В Казахстане буквально две разные страны, и каждая живет буквально по своим законам. То есть север от юга очень сильно отличается. И это важно было учитывать при написании конституции, при принятии каких-то решений. Ты приехал в Казахстан, ты, собственно, можешь наблюдать даже, например, в столице в той же самой, да, что тут по экономической ситуации. То есть вроде как все дорого-богато, а по сути такого уж благосостояния у населения нету. И это столица, а есть еще регионы. То есть это тоже важно понимать. Будучи русским жителем Казахстана, может быть ли здесь война в ближайшие 5 лет? Такими темпами вполне. Казахстан как государство не очень гордятся своей независимостью, да, они прям радуются ею, там в школах вся символика, там, не знаю, какой-нибудь юбилей независимости и прочее, то есть, и обретя вот эту независимость, я не знаю, что они с ней сделают. Они превратятся в украинцев. Да, то есть, ничего хорошего, как по мне, из этого не выйдет. Чем и обратись к русским Казахстана. Не бойтесь говорить хотя бы анонимно, то есть, я боюсь говорить не анонимно, но я хотя бы как-то сказал. И готовьтесь, потому что лучше ситуация явно не станет. Спасибо, Дмитрий. Спасибо тебе, что приехал.